Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. Меня зовут Андрей Лана. Смотрите сегодня. Жесткий строительный график. Когда терапевтический корпус начнет принимать пациентов? Сократить время продажи спиртного на 4 часа. Ограничения в обороте алкогольной продукции в Туве станут еще строже. Срок до 1 июля. Дальше штраф. Предприниматели переходят на кассы нового образца. Об этом и не только, подробнее. Сегодня полным ходом идет строительство терапевтического корпуса республиканской больницы номер 1. Глава Тувы Шолбан Карол проверил, как идут работы. Подрядная организация ООО «Строительный холдинг Тезис» скорректировал проектную документацию. Напомним, здание было в долгострое более 10 лет. Строители были вынуждены переделывать окна, кровли, фундамент и другие работы. Срок сдачи объекта сдвинулся на конец августа. Наша съемочная группа побывала на стройке. Строительство терапевтического корпуса началось в прошлом году. По условиям госконтракта строительство должно завершиться к 31 июля текущего года. Но объем работ был увеличен и, соответственно, и срок сдачи объекта будет на месяц позже, 31 августа. Долгострой пришлось переделывать. Глава региона Шолбан Карол был лично на стройке и убедился, что строительство корпуса нужно ускорить. Жесткий строительный график работы установлен после визита председателя правительства Тувы и поручил уже начать в готовые помещения оснащать необходимым оборудованием. Усиление несущей конструкции, то есть вот это не штукатурка. Как рассказал руководитель проекта строительства строительного холдинга «Тезис», работы идут полным ходом в 2 смены. Терапевтический корпус планируется сделать современным и в то же время удобным в эксплуатации. В прошлом году наша компания приступила к реконструкции и окончанию завершению строительства. У нас идется одновременно как общестроительные работы, так и отделочные работы, так устройство сетей, коммуникаций. Все это все ведется одновременно, все в свете новых современных веяний строительной науки. На стройке работает более 200 человек. Строительный холдинг «Тезис» заключил договоры с субподрядчиками. Более 60% трудятся именно местные, а остальные приехали из Улан-Удэ, Иркутска, Забайкалья и других городов России. Я тут работаю с мая. Здесь еще вместе со мной работает мой сын. Неплохая строительная компания. Заработную плату выдают своевременно. Даже аванс можно взять. В терапевтическом корпусе будет 5 лифтов. Для перевозки грязного и чистого белья, для еды и для перевозки больных запланировано 2 лифта. Это типичная палата в этой новой больнице. Палаты сделаны со всеми удобствами. В каждой палате санузел, в каждой палате душевая комната. И эта палата рассчитана на 2 кровати. В Кызыле будет современная, хорошая больница. Действительно настоящая, современная, которая построена со всеми требованиями, которые нам сейчас диктует жизнь, со всеми удобствами. Как вы смогли убедиться, сейчас... Первый этаж будет административным, а 2, 3 и 4 этажи для отделения терапии. Готов к дальнейшему строительству и вот этот блок. Здесь завершен монтаж металлического каркаса будущего терапевтического корпуса. Кроме того, здесь запланировано 2 блока под рентген-кабинет и лаборатории. Как пояснил Павел Глазунов, строительные работы ведутся в потому как срок сдачи должен быть 31 августа. Диана Баймбусерес-Хувалы, телекомпания «Новый век». С 1 июля текущего года все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую инспекцию. Так, изменение в федеральном законе о применении контрольно-кассовой техники предусматривает использование контрольно-кассовых машин, обеспечивающих печать кассовых чеков на бумажных носителях, а также их формирование в электронном виде. В Туве внедрение касс нового образца идет полным ходом. К началу текущего месяца в налоговую службу поступило более 400 заявлений по установке новой контрольно-кассовой техники. По изменениям в федеральном законе индивидуальные предприниматели с середины июня прошлого года должны были начать внедрять кассу нового образца. Так, кассовый аппарат должен записывать сведения о расчетах фискальных накопителей и передавать их в налоговые органы через операторов фискальных данных. Такая система фиксации вводится для автоматизированного контроля за применением контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки предпринимателя. На сегодняшний день по республике зарегистрировано всего 442 контрольно-кассовой техники, которые соответствуют новым требованиям.
Всего на 1 июля по данным Федеральной налоговой службы по Республике Тыва на учете по новому порядку должно быть зарегистрировано примерно около 1100 кассовых аппаратов. На практике не все так уж и гладко. В технике нового образца должны быть фискальные накопители, с помощью которых и вся информация будет передаваться в налоговую службу. Однако на рынке кассовых аппаратов данный накопитель в дефиците. И к 1 июня текущего года не все индивидуальные предприниматели успеют перейти на кассу нового образца. Но в данный момент проблема заключается в том, что до мая месяца данный фискальный накопитель производил только один завод в России. Сейчас в данный момент запустилось еще 2 производства, но они пока на стадии запуска, то есть, соответственно, тестирования и запуска производства. Обещают, что конец июня, начало июля ситуация, возможно, разрешится, улучшится, то есть начнутся поставки ФНов поставщикам и, соответственно, нам, как ЦТО, сертифицированным центрам. И, возможно, где-то вот июнь-июль ситуация улучшится. Стоит отметить, что налоговая инспекция не будет штрафовать предпринимателей, которые уже составили договоры по установке контрольно-кассовой техники. Кроме того, закон о кассах нового образца предусмотрен и для труднодоступных районов, где проблемы с интернетом и другими средствами связи. В труднодоступных районах имеется постановление правительства, в котором указан перечень. Согласно этого перечня, налогоплательщики имеют освобождение от применения контрольно-кассовой техники, но при реализации некоторых определенных товаров, то есть подакцизных товаров, применение контрольно-кассовой техники обязательно, но по новому порядку передача данных, имеется такие контрольно-кассовые техники, у которых передача данных производится раз в год, то есть налогоплательщику необходимо будет позаботиться о том, чтобы все данные, которые у него имеются, передавались не ежедневно, а в течение 1 года обязательно. Так, предприниматели труднодоступных районов региона, которые реализуют ГСМ и алкогольную продукцию, обязаны внедрять контрольно-кассовую технику. Но в отличие от других, передача данных в налоговую инспекцию будет производиться раз в год. Внедрение передовых информационных технологий в розничной торговле должно поэтапно вывести ее из тени и принести пользу не только покупателям, но и тем, кто получает зарплаты, пенсии, пособия и льготы из бюджета государства. Чинчиса Буяна, телекомпания «Новый век». Глава региона Шолбан Карол распорядился создать межведомственную рабочую группу по борьбе с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории республики. Перед ней поставлена задача наладить эффективное взаимодействие со всеми структурами и уровнями власти в целях усиления и расширения комплекса мер борьбы с теневым рынком алкоголя и его производных. Действующие ограничения на продажу спиртного в республике власти планируют поэтапно расширять. Первые шаги в направлении ужесточения уже приняты. 8 июня Шолбан Карол передал в Верховный Хурал проект изменений в республиканский закон о регулировании розничной продажи алкогольной продукции. Он предусматривает сокращение времени торговли спиртным до 4 часов в будние дни вместо нынешних 8, а также полного закрытия виноводочных отделов не только по воскресеньям, но и по субботам. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей ровно, а евро 63 рубля 79 копеек. Далее реклама, увидимся сразу после нее. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так двухкамерный холодильник Bosch всего за 694 рубля в месяц. РБТ.ру. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто занимает ведущие места. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный.
В эфире новости, и мы продолжаем выпуск. 16 июня в Туве открывается туристический сезон. В этом году он пройдет на туристической базе Мороловодческого хозяйства «Туран». Посетителей туристической базы в этот день ждет театрализованная и концертная программа от ведущих республиканских учреждений культуры, а также самый разнообразный досуг сразу на 6 площадках. На площадке здоровья будут работать медики из Пихемской центральной районной больницы. Городок мастеров представляет студенты и преподаватели Кызыльского колледжа искусств, которые проведут для всех желающих мастер-классы по живописи, росписи, мехенди и боди-арту. Для малышей и подростков будет работать городок детства. Для них артисты театра кукол Тувы покажут спектакль. После спектакля детей ждут веселые игры. Победители ждут сладкие призы. Центр русской культуры откроет чайный городок. Его посетителей ждет импровизированное русское подворье с горячим самоваром. Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел организует национальные игры. На отдельной площадке будут работать специалисты Мороловодческого хозяйства «Туран». Каждый найдет себе занятие по душе. В Ингушетии сейчас проходит чемпионат России по вольной борьбе. В нем принимают участие 8 спортсменов из Тувы. Накануне уже прошли первые схватки. В весе до 61 килограмма выступал Айхан Ондар. О том, как все прошло, нам расскажет наш собственный обозреватель на чемпионате России по вольной борьбе в Ингушетии Айдын Лапсан. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, телезрители. Вчера у нас от сборной республики боролся Айхан Ондар в категории 61 кг. Борьба с самого начала что-то не пошла у Айхана. Проиграл он 4-0, не смог сделать там свои атаки. У Айхана спросил я, что случилось. Может, не восстановился после сгонки или что. Ну, он просто говорит, не пошла борьба. Сегодня у нас день, с которым мы связываем, наверное, самые большие медальные надежды. У нас сегодня борются 4 участника. В весовой категории до 57 килограмм у нас Хурижолдун, Дукол, Белякол, Кужигет и Омаксюрюн. А в весовой категории 125 килограмм наш начин ноги Республики Тыва Айдын Чуржап. Сегодня они вступают в борьбу. Вот прямо сейчас мы около гостиницы находимся. Ребята вышли на зарядку. Прямо вот на улице пуш-пуш делают утреннюю зарядку. Местные проезжают, сигналят, приветствуют наших ребят. Сейчас уже будем собираться и выдвигаться в спортивный зал. Желаем нашим спортсменам удачи и ждем подробностей. Это был Айдын Лапсан прямо из Ингушетии. Всю информацию о том, как проходит чемпионат России по вольной борьбе, можно узнать на страницах группы ВКонтакте «Борцы Тувы», а также в наших выпусках новостей. А сейчас новости короткой строкой. В июле планируется ввод во временную эксплуатацию отреконструированной взлетно-посадочной полосы аэропорта Кызыл. Масштабный ремонт комплекса идет полным ходом. В настоящее время практически завершаются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы. Производятся работы на перроне и объектах системы водоотведения. Выполняются работы по энергетике и связи, прокладка кабелей, установка трансформаторных подстанций. На данный момент аэропорт Кызыла работает в ограниченном режиме. За пожар, который возник из-за сжигания мусора, оштрафован житель Кахемского района Тувы. Административное наказание назначено 35-летнему мужчине, который днем 4 июня в поселке Сырыксеп на территории домовладения сжигал мусор, в результате чего возник пожар. Самостоятельно не справившись с огнем, мужчина позвонил в пожарно-спасательную службу, которая по прибытию к месту оперативно ликвидировала возгорание. За нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима жителю придется заплатить 2000 рублей. Рособорнадзор провел анализ и обработку первых испытаний формата ЕГЭ по 3 предметам – математики базового уровня, информатики и ИКТ, географии. В частности, по математике базового уровня в Республике Тува двоечников стало меньше в 2 раза. Средний результат ЕГЭ по математике базового уровня составил 4,24 балла. Результаты испытаний по географии также остались на уровне прошлого года. Средний уровень баллов по информатике и ИКТ по России тоже сравним с прошлым годом – 59,2 балла.
В период летних школьных каникул тысячи детей отправляются на отдых и лечение в различные оздоровительные учреждения. В течение всего летнего периода сотрудники органов внутренних дел берут обеспечение безопасности детского отдыха под особый контроль. В то же время необходимо активное участие самих родителей. В МВД России напоминает о необходимости информирования органов внутренних дел об имеющихся недостатках по линии правоохранительной направленности в организации летнего отдыха. В этих целях организована работа телефона доверия, по которому можно сообщить сведения обо всех выявленных вами нарушениях. 8 800 250 8502. Глава Роструда назвал самую востребованную профессию в России. На сегодняшний день главная проблема для предприятий – они не могут найти специалистов в инженерной отрасли, не могут найти именно специалистов в сфере производственного блока. Ранее Минобрнауки сообщил, что снизило число бюджетных мест на специальности экономика и юриспруденция, так как эти специальности не востребованы у работодателей. В связи с этим главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. И в завершении выпуска прогноз погоды. Передаю слово Музе Черепановой. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды в студии Муза Черепанова. 14 июня в Кызыле днем будет ясно, осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 30, плюс 31 градус. Вечером и ночью плюс 14, плюс 16, также без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду, давление 705 миллиметров ртутного столба. Ожидается небольшая геомагнитная буря, относительная влажность воздуха 27%. На сегодня это все. Всего вам хорошего. До встречи. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Эфир продолжит программа «Патруль». Все наши программы можно увидеть и в интернете на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Всего вам доброго и до свидания.